белорусы сейчас, как, вот если, насколько я вас понял, это такое общество будущего. Когда-то наций не было. И, возможно, когда-то их не будет. Я увидел окрошку, ну, своими глазами. Вы как бы вот выглядит, что не окрошка. Сарамливо, так скажете. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. У нас сёння ў гасцях вельмі ганаровая госця, я вот нават хвалююся. Прадстаўніца па адукацыі і навуцы офіса Светланы Тихановскай, прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, доктарка філасофскіх навук Тацяна Шчыцова. Добрый день, спадарыня Тацяна. Вітаю, всем добрый день. Я таксама хвалююся. Не ведаюць, ёсць у вас падставы хвалявацца, а я вот, ведаеце, як чалавек без всяких вот там званняў, не прафесор, не доктор і не філосаф, нават, ведаеце, заўсёды рыхтуючы, што зараз чалавек, які мае багаж там ведаў, досведу, філасофскіх думак за спиной, так паглядзець на мяне скептычна, скажа там: Боже мой, што ты вярзеш, мы філосафы. Даўным-даўно з усімі з гэтымі пытаннямі разабраліся і з нацыянальнай ідэяй, і з нацыяўтварэннем, і з усім іншым. Гэта вы вот толькі вот ўсё не можаце ніяк там уцяміць, зразумець. Так вот, ці сапраўды вот беларуская філасофія адказала на гэтыя пытанні? Пытается отказывать. Есть авторы, которые предлагают интересные идеи, полемические, безусловно. Но я думаю, что главное, что начался процесс такого очень... произошла такая философская, интеллектуальная мобилизация, потому что так интенсивно из разных сторон, как сейчас обсуждается вопрос национальный вопрос, по-моему, и, точнее говоря, интенсивно было, но вот в таком ключе, чтобы так было много разных мнений, и чтобы эта повестка вообще как-то по-новому... Перезагрузка произошла национальной повестки, вот что важно. После года, который мы прожили, после событий августа и осени прошлого года, вопрос о нации, национальном самосознании, национальной идентичности, он по-другому теперь стоит. А в прошлый раз когда так было? Ну, чтобы так же интенсивно. Можно взять вот этот адрадженческий рух, на конец 80-х, начало 90-х, он был, конечно, такой заточенный, специфический, и связан был очень сильно, и политически был очень сильно кодирован, и связан с политическим самоутверждением, но тогда это же было и культурное движение. Акудович, там, Игорь Бабков чуть попозже подтянулся. То есть это было и культурное движение, но интенсивность была очень такая определенная. Примерно как сейчас, да? Сейчас качество другое. То есть, был перерыв в 35, может быть, даже в 40 лет, да? Нет, я бы так не сказала, что был перерыв. Есть работы и попытки осмысления, как-то артикуляции какого-то национального самосознания, они продолжались, и в конце концов литература оставалась и развивалась. Это тоже очень важный канал для не просто воспроизводства каких-то сложившихся кодов, дискурсов, но и поле поиска. Я бы не сказала, что был перерыв в 35 лет. Замедление там какое-то. Другой ритм, и были такие островки, да, то есть национальная идея, она актуализировалась, обсуждалась определенными островками, я бы так сказала. А сейчас все-таки речь идет о такой масштабной мобилизации гражданской. И была мобилизация, конечно, вокруг адрадженческого дискурса, хотя, как я уже сказала, она была вот такая заточенная именно под определенную трактовку истории и под определенное понимание национального идеи, и так далее. Ведаеце, вот я чакаў, што вы, адказваючы зараз на пытанне Максіма, ўсё ж такі больш глыбока
у гісторыю апусціцеся і ну прынамсі да перыяду Абдзіраловіча, потому что шмат хто казаў, что вот Абдзіраловіч ён все сфармуляваў, вот ну я думаў, что вы будете опирацца на гэта, а вы ўсё ж таки взяли ну яшчэ тыя часы, калі і мы уже засталі. Ну да, я рассматриваю, как-то сразу воспринял этот вопрос, ориентируясь на такую советскую, да, советскую историю, позднесоветскую и постсоветскую. Ну, то есть то, что нам сейчас болит, то, что для нас актуально, и то, что, ну, ближайшим образом. Конечно, можно идти дальше, через десятилетия, в начало и через столетия, возможно, и в начало 20 века. Абдзіраловіч фигура, безусловно, важная. И вот это «Одвечным шляхом» эссе, которое и сейчас обсуждается, и снова актуально, и теперь уже в новом контексте. То есть, да, конечно, можно идти дальше по истории, больше вспять. То есть я бы хотел сейчас, наверное, уточнить. Значит, то, что сейчас переживается в отношении национальной идеи у белорусов, это, в общем, такая историческая вещь. За последние 100 лет так было, ну, 2 раза. Условно говоря, наша Нива, потом в 80-х годах и сейчас. 3-й раз. 3-я попытка. Это, в общем, такое особое специфическое время. У белорусов такое бывает 3 раза в 100 лет, не чаще. Ну, вот переход на такие количественные вехи, он немножко сбивает с толку, потому что опять получается, что между ними какие-то лакуны и пустоты. Но в истории не бывает лакун и пустот. Бывают там разный ритм, какие-то завихрения, не знаю, по-разному это может складываться. Но 3 раза, о которых вы говорите, Максим, да, можно в качестве таких всплесков интенсивности, безусловно, об этом говорить. То есть начало 20 века и адродженческий дискурс, и то, что происходит сейчас, это, пожалуй, ну, так, если пытаться сопоставлять, более-менее сопоставимые такие волны интенсивности, проблематизации себя как нации, концентрированной, рефлексивной. То есть мы как наша Нива, имею в виду. Я, до речі, ось про это узгадалася мне гісторыя нашай спробы запросіць на праграму Алеся Разанова. Это я вот зараз про вот эту вот там, я не, інтэнсіўнасць, так бы мовіць. Гэта было гады 3 таму, ну яшчэ да ўсіх гэтых падзеяў 20-го года, прынамсі там за паўгода ці за год нават. Я пазваніў спадару Алесю, і ён мне кажа: Зміцер, ты ведаеш, у нас же ж усё адбываецца па коле, і зараз пытанне нацыянальнай ідэі знаходзіцца ўнізе гэтага кола. Вось калі кола павернецца, гэта пытанне будзе наверсе гэтага кола, тады мы з табой пагаворым. Вот, можна гэты вобраз паэта великага Разанова прымяніць да нацыянальнай ідэі, дакладней да вот нейкіх таких хваляў ці абмеркавання і цікавасці да яе ў грамадстве. Очень здорово, что вы вспомнили Олеся Рязанова. Для меня лично это человек, который, ну вот так, в моих глазах вообще утвердил белорусскую культуру как исключительную по-своему, ну, то есть, которая утвердилась в своей уникальности. Это не отменяет уникальности других культур, но вот фигуры вроде Рязанова, образ вот этого кола, этого круга, эта метафора работает, но тут надо помнить, тоже не упрощать ее, потому что это так же, как с этой фигурой вечного возвращения у Ницше, которую вот Максим знает, иногда очень упрощенно трактуют. Здесь это коло, но это возвращение не того же самого. Вот, потому что вопрос о нации, то, как он звучал, воспринимался и ставился в начале 20 века, потом уже ближе к распаду Советского Союза, и то, как он ставится сейчас, просто контексты настолько разные, что это фактически, ну, действительно какой-то принципиально другой разговор. А в чем разница? Вот чем нынешнее время отличается, чем вот нынешнее третий всплеск отличается от 2 предыдущих? Ну, во-первых, у нас есть глобальный контекст, который заставляет относиться к вопросу, ну, не просто относиться, а и переживать, проживать, и рефлексировать по поводу нации, ну, действительно в другой уже
в другой системе координат. То есть нет той стабильной ситуации, такого выстраивания отношений между национальными государствами в таком стабильном режиме, когда не запущены были все те процессы культурной, информационной глобализации, которые, вот Акудович тоже об этом писал, которые стали угрожать тем сообществам, где национальная идентичность еще не обрела такую форму, то есть не стала седиментированной, то есть не обрела такую какую-то историческую плотность, когда она не могла бы уже проблематизироваться. В Беларуси национальная идея оставалась в режиме такой, так она проживалась во всяком случае, как была неуверенность по поводу того, усталявалась она или нет, определилась она или нет. То есть вопрос оставался открытым и причем задвинутым, маргинализованным своей такой недодуманности, незавершенности и политической, можно сказать, социально-политической недоосуществленности. И сейчас, когда мы возвращаемся к этому вопросу, мы возвращаемся к нему в контексте всех этих глобальных процессов, и в этом другая ситуация. Это ситуация положения вообще в мире. Но есть еще и с другой стороны, мне кажется, ситуация изменилась в том плане, что сейчас, мне кажется, можно попробовать надеяться на это, что по меньшей мере в интеллектуальной среде есть, как-то мы дозрели до того, опять же, у меня нет уверенности, но я надеюсь на это, что можно, во всяком случае, говорить об этом. Мы дозрели до того, чтобы понимать, что можно говорить о национальном самосознании, национальной идее, национальной идентичности в таком режиме подвешенности, без необходимости требования субстанциализации в понимании нации. То есть без того, чтобы мы снова оказались в ловушке старого доброго противопоставления этнического и гражданского национализма, в ловушке старой доброй дихотомии эссенциализма и конструктивизма, или еще используют слово примордиализм и конструктивизм. То есть и научный дискурс, и не только научный, в принципе, в интеллектуальной среде, в культуре, если брать какие-то такие, высокую культуру, если угодно, или образованную публику, так скажем, то есть интеллектуальные среды, которые представляют образованную публику. Вот здесь, мне кажется, есть понимание того, что можно говорить о нации в более таком ключе, не обязывающим к этому субстанциалистским каким-то, к субстанциалистским таким веригам, что ли, которые мешают мысли нащупать правильный подход и правильный язык. Как сегодня говорить о нации таким образом, чтобы сохранять повестку, поддерживать мобилизацию, если угодно, если говорить о Беларуси, но при этом не проваливаться не попадать в старые ловушки. А в Беларуси интеллектуалы тоже все эти ловушки прошли и попадали, и из-за этого было много таких тупиков и конфликтов идейных, интеллектуальных в нашем обществе. Маленькое удакладненне, то есть атрымліваецца, что вот я заўсёды с такой крыўдай за беларусаў кажу, як 100 гадоў все ж таки, як мінімум там 100годдзя можна узять, калі там все ж таки 1918, калі спробы такія, і за столькі часу беларусы не змаглі сфармуляваць нацыянальную ідэю. Атрымліваецца, что паколькі была працэс нацыяфармавання быў недавершаны, то гэта недавершанасць і неяк там, можа быць, і не давала магчымасці ці там смеласці сфармуляваць і так горда паказаць усім сваю нацыянальную ідэю? Не смелости не хватало. Смелость была, есть же в этом адранжельческом этом дискурсе люди, которые вы представляли, там есть люди, интеллектуалы, которых я очень уважаю, но они мыслили в категориях такого классической этнической парадигмы.
И в этом смысле, ну, оставались вот в той традиции, которую я считаю крайне непродуктивной. И смелость сегодня в рассуждении о нации заключается, на мой взгляд, ну, например, в том, чтобы серьезно озвучить, не просто про себя как-то так мучиться этим пониманием, а озвучивать и исходить из понимания того, что идея нации, она исторична. Ну, то есть когда-то нации не было. И, возможно, когда-то их не будет. То есть это работа истории. Работа истории привела к тому, что появились национальные государства, появился такой феномен, как нация, к которому мы относимся. И в терминах нации люди начали себя определять, поскольку они живут принадлежат определенным культурно-историческим общностям. И вот сейчас есть уже несколько столетий, когда, грубо, можно брать 19 век, 20, можно говорить, это грубо 2 столетия, когда мы вот живем в режиме самоопределения на основе идеи нации. Но то есть можно иметь в виду дальний какой-то горизонт, можно, в принципе, воображать себе, и это происходит, что когда-то эта идея отойдет на задний план. Но даже сегодня социальные мыслители обсуждают вот необходимость образования наднациональных каких-то институтов и органов. То есть наше время требует уже определенных движений, когда становится понятно, что для взаимодействия людей в глобальной системе координат идеи структуры и идеи национального государства уже недостаточно. Еще недавно было достаточно, а сейчас уже точно недостаточно. И нужны новые структуры, новые институции. Экономика первая включилась в такой формат, все эти транснациональные компании, но теперь уже речь идет не об экономике, а даже о политических структурах. Вот Бауман об этом пишет. То есть мы живем в такое время, когда вообразить себе ситуацию, что нация становится чем-то таким, что проблематизируется, как-то подвешивается и требует переосмысления. Вот. Это вот и в этом еще, это та смелость, которая сегодня, например, требуется от белорусских интеллектуалов, занимающих, близких по своему языку и позициям к тому, что раньше определялось в терминах этнического национализма. Але ўсё ж таки, калі зараз мы говорим про тое, что вот адбываецца абуджэнне нацыянальнай свядомасці і гэтак далей, наколькі ўсё ж таки тут што змянілася? Можа быть, таксама ад нейкіх таких базовых рэчаў адмовіліся, якія раней колькі стагоддзяў таму былі сапраўды базовымі падчас фармавання нацыя будаўніцтва, тэрыторыя, мова, культура, гісторыя, вот усё гэта. А зараз такія часы, і нам, вот калі мы тут спозненая нацыя, цяпер толькі дабудоўваем, але ўжо новымі будаўнічымі матэрыяламі, умоўна кажучы, карыстаемся, і вось гэта ўсё нам, можа быць, і не трэба, потому что не один раз я чуў, і той же самы гісторык Ігор Мельнікаў вялікую прэтэнзію выказвае наконт таго, што вось гэтая я не знаю, будаўніцтва нацыянальнае але яно не мае ніякага нацыянальнага падмурку. Дакладней, яго словы так гучалі, працытую, што гэта не нацыянальна-вызваленчы рух, тое, што зараз адбываецца. Тут нічога няма такога вось нацыянальна-беларускага. А можа, яно і не трэба уже? Смотрите, я тут добавлю, правильно я понимаю, что белорусы так долго отставали от всех, что теперь они всех возглавили. Знаете, когда все бегут по кругу, а ты не бежишь, и через какое-то время ты оказываешься впереди гонки. У белорусов что-то такое произошло, нет? Они так долго не решались стать нормальной восточноевропейской стороной, как литовцы, как латыши, что в итоге оказались впереди планеты всей, и белорусы сейчас, если насколько я вас понял, это такое общество будущего. Это 2 разных вопроса, они как-то соприкасаются, но они все-таки разные, поэтому я последовательно буду отвечать. По поводу традиционных таких ориентиров, опорных моментов национального дискурса, территория, язык, культура. Речь не о том, что мы отрицаем ценности вот этого культурно-исторического измерения и ценности, связанные с языком, и собственной культурной традицией.
Речь идет о том, чтобы выйти за рамки, я повторюсь, противопоставления этнического национализма и гражданского национализма. Я попробую это пояснить. Мне кажется, вот то, что произошло на волне протестной мобилизации в августе и потом осенью 2020 года, это как раз, я это определяю для себя как переутверждение нации на новых политических основаниях. И элементами этого переутверждения нации на новых политических основаниях является в том числе такая реактуализация собственного культурно-исторического прошлого. То есть и мы это видели буквально материально в том, как использовались, в том, как был снова уже не маргинальными представителями определенных оппозиционных партий, а всем гражданским обществом протестным, как использовалась символика. Или я неоднократно не просто наблюдала, а сама участвовала в таких спонтанных достаточно акциях в Минске на улицах, когда образовывались группы, люди начинали петь песни на белорусском языке, распространяли листочки, и люди, которые никогда не говорят, в общем, как правило, не говорят в жизни своей повседневной на белорусском языке, я среди них, я тоже из их числа, и брали эти листики и совершенно органично начинали подпевать. То есть мы наблюдали, в буквальном смысле слова, такой тектонический исторический сдвиг. Произошло то, что, например, вот тоже хорошим уместно вспомнить, Ян Паточка, чешский философ, называл потрясением. То есть потрясение основ общественной жизни, потрясение системы здравого смысла, системы нормальности, которая становится импульсом для такой исторической перезагрузки своего рода, для того, чтобы история определенного сообщества стала событием. Потому что историю можно понимать по-разному. Вот в немецком есть два слова для термина для слова «история». Есть «history» и есть «geschichte». Так вот, «geschichte» — это история как событие, когда она совершается. И результатом этого свершения или в акте и факте акт этого свершения предполагает реактуализацию исторических взаимосвязей, преемственности. Здесь есть и разрывы, но и восстановление какой-то континуальности. И из протестного движения можно привести из того вот таких публичных акций и символического плана, можно привести огромное количество примеров, когда мы наблюдали вот эти материальные свидетельства реактуализации культурно-исторического наследия. Это чрезвычайно впечатляюще и чрезвычайно интересно. Но вот это переутверждение нации, которая активировала наш культурно-исторический бэкграунд, вывела его вперед как тему для пересмотра и такого индивидуального перепроживания в новой ситуации, оно ведь было вместе с тем, осуществлялось в таком режиме, что это было за рамками противопоставления, за рамками дихотомии этнического и гражданского. Это было, как-то вместе, да? Когда нация становится общим делом, общим вопросом для того, чтобы отнестись к этому и вообще занять по отношению к нации какую-то позицию. То есть когда запускается совместная рефлексия по этому поводу. То есть когда нация становится темой. Вот, Змитер, это я так отчасти, хотя бы отчасти постаралась ответить на ваш вопрос. То есть мы не отказываемся от нашей культуры, но она оказывается актуализирована в новом вот этом революционном вихре, в том прорыве, в котором мы включились, как политическая нация. Максим, по поводу того, что мы оказались неожиданно впереди всех, я бы предпочла отказаться от вот этой логики догоняющей модернизации, которую нам изо всех сторон навязывают, и она в чем-то работает, но уже ясно, что трещит по всем швам. То есть
не нужно мыслить в терминах такие большие исторические процессы, особенно с учетом того расклада в различных расклада с тем, как обстоит дело с демократией, с культурным переопределением в различных странах глобально, да, в мире. Сейчас уже оставаться в рамках того, логики, что Беларусь как восточная постсоветская страна догоняет какие-то другие западные, более успешные страны, но эта логика уже, в принципе, не работает. Ну, то есть ее можно как-то попробовать натянуть по-прежнему на нашу ситуацию, но это будет прокрустовым ложем. Вы прекрасно знаете, что ряд европейских стран западнее или там, центральные, или более западнее от нас сейчас переживают период такого возвращения таких авторитарных паттернов вот, с каким-то правым уклоном. В глобальном контексте есть очень интересная, активная, интеллектуальная и философская, ну, социально-теоретическая такие дискурсы, связанные с деколониальной перспективой. То есть это так юг подтянулся и предлагает очень интересную альтернативу западным моделям осмысления общества. Одновременно с этим есть большая глобальная проблема, связанная с экологической катастрофой, кризисом, еще, не дай бог, экологическим кризисом, и которая тоже меняет вообще, требует по-другому относиться к расстановке сил вообще в мире, различных обществ с точки зрения их экономики, их политики. И какие-то страны, которые раньше мы мыслили как передовые, модернистские, оказываются совсем не в первом списке. То есть система координат очень сложная, и важно учитывать эту сложность. И когда мы эту сложность пытаемся учитывать, мы освобождаемся, сбрасываем с себя вот некоторые клише, которые служили базой для аналитики и, ну, такой, и мифологии социальной, на которую мы опирались. Смотрите, у меня такой вопрос. Учитывая, что вот Беларусь, как вы говорите, ну ладно, там не впереди планеты всей, но где-то, в общем, где-то в правильном месте, где все примерно нормально. Вот учебник истории для школы вот этой вот новой Беларуси, осознавшей себя, в общем, как бы страной, вот там какие основные сюжеты были бы? Потому что вот учебники так, ну, вот старого образца, там для старых вот национальных государств, они вообще все строились вокруг войн, да, там как мы кого-то победили, как нас кто-то победил. Ну, я в школу в России ходил, мы там все время кого-то победили, и иногда нас побеждали, но мы им потом за это страшно мстили. Ну, короче, вот весь учебник. Вот из учебника истории вот этой новой Беларуси, там какой основной сюжет будет? Вот война, или, может быть, какие-то там демократические процедуры там в рамках Великого княжества Литовского, или суды. Вот на что бы вот вы, например, сделали бы акцент? Для того, чтобы этот учебник был вот актуален вот нынешней ситуации и актуален в будущее был направлен. Чтобы это был современный учебник для современной страны, который вот больше не отстает, но и не бежит впереди планеты сей, ну, в общем, которая находится в правильном месте. Угу. Ну, я бы здесь, да, спасибо, это очень важный вопрос, и хотя бы кратко его затронуть. Ну, несколько моментов только затрону. В плане истории, то есть сама разворачивание исторической перспективы, если говорить, что первым делом дети должны освоить ну, какой-то исторический контекст собственной страны, то есть того места, в котором они находятся. Здесь, конечно, требуется переосмысление советского прошлого, ну, то есть этот миф не должен быть единственным, определяющим, как это было до сих пор, ну вот за период правления Лукашенко у нас именно советское прошлое и победа в Великой Отечественной войне являлась таким определяющим и задавала какой-то ценностный горизонт. Так вот, в плане истории, к ценностям я еще вернусь, в плане истории, мне кажется, очень важно, чтобы дети изначально поняли такую не гомогенность, а такую разноплановость культурно-исторического горизонта нашего общества.
чтобы это было, например, ну, если до сих пор это было только, вот все было заточено под советскую идеологию, советские какие-то шаблоны, то сейчас, вот если мы смотрим вглубь веков, так сказать, должны присутствовать разные перспективы. Должно быть отражено сложность и неоднозначность становления белорусов как нации. Потому что национальный дискурс, если он, вообще мы его продолжаем придерживаться, он, конечно, требует некоторого национального мифа. То есть в любом случае мы должны какую-то развернуть историческую перспективу. Так вот, наш миф должен быть таким, у него не может быть, на мой взгляд, у него не должно быть какого-то, не то чтобы центра, а какого-то превалирующего элемента, если брать вот этапы, связанные с ВКЛ, с Речью Посполитой, и потом потом период, когда территории Беларуси были вот под Российской империей, вот, и так далее. Сложный советский период. То есть нужно удерживать, и, конечно, многокультурность и поликонфессиональность культурного поля вот, территории Беларуси. И, то есть тоже вот то, что, например, Ирина Дубинецкая очень всегда старается подчеркивать, то, как много народностей проживало на этой территории, как-то влияло на формирование этоса тех людей, которые здесь проживали. Значит, это что касается истории. Что касается ценностей. Вот по поводу ценностей Извините, давайте я уточню. То есть, вот, предположим, я отдал ребенка в белорусскую школу, в правильную белорусскую школу, в правильной Беларуси будущего. И он мне приносит учебники, а в этом учебнике написано, что в Беларуси жили евреи, и поляки, и татары, и что Беларусь – это не только страна как бы белорусов, но там как бы еще какая-то еще своя политические системы здесь менялись. Было Великое княжество Литовское, была Речь Посполитая, была Российская империя, была Советский Союз, был Лукашенко. И, в общем, у него будет такой, в общем, в учебник он будет очень пестрый. Там не будет одной выдержанной линии, там, условно говоря, от отцов-основателей до нас. А будет как бы такая большая мешанина из сюжетов. Я правильно понимаю или нет? Нет, это не винегрет. Окей. И не окрошка. Да, и не окрошка, и не хоч-поч. Просто эти пласты содержательно должны присутствовать. Но я понимаю, к чему вы клоните. Ну, просто смотрите, вот я когда беру, так общаюсь с националистами, когда приглашаем их в эфиры или так где-нибудь встречаемся, они все говорят, что, в общем, главное, в общем, что было в белорусской истории, это Оршанская битва, где белорусы одержали убедительную яркую победу над Москвой. Ну, и еще некоторые националисты говорят, что вот еще была победа в Грюнвальдском сражении, где мы тоже, в смысле белорусы, одержали убедительную яркую победу над немцами. Вот между Грюнвальдом и Оршанской битвой, и вот как бы вот вся национальная история белорусов, она где-то на этих двух фундаментах и строится. А вот когда мы будем... Вот я вас спросил, про что будет Беларусь, я пока услышал, что такое будет, в общем... Как бы, я увидел окрошку, своими глазами. Вы говорите, что не окрошка. Что там еще будет? Да, попробую сказать, почему это не будет окрошка. Не винегрет, да. И не винегрет, да. Нам первый шаг. Нам нужно произвести сдвиг от слова «этнос», чтобы уйти от этноцентричности в таком эссенциалистском смысле, да? Мы сделаем сдвиг от слова «этнос» к семантически, этимологически близкому, но другому слову «этос». То есть «этос» как сформировавшийся комплекс представлений, стереотипов поведения, свойственных для определенного культурного сообщества. То есть люди живут на какой-то территории, и поскольку они живут вместе, это, конечно, неизбежно немножко упрощая, но объясню как-то, чтобы понять идею, объяснить идею основную. Когда есть какая-то культурно-историческая общность, когда она совместно долго проживает, формируется определенный этос, то есть взгляды и
стереотипы поведения, которые разделяются этими людьми. Ну вот приблизительно так. На белорусских землях этос, который здесь формировался, он был связан с тем, что здесь всегда было много конфессий, присутствовали разные культуры, но при этом Сергей Дубовец в своей русской книге приводит замечательный, есть у него эссе, где он ссылается на данные российского одного исследования, я сейчас просто не вспомню эту отсылку так в академически строго, но когда на конец XIX века выяснялось, что на этой территории, которую мы так условно тогда могли называть Белоруссию, говорили преимущественно на белорусском языке. То есть у нас есть основания, безусловно, исторические основания, социологические, если угодно, основания для того, чтобы говорить о титульной нации и о том, что белорусы рассматриваются нами как титульная нация. Но вот если мы говорим об этосе, то мы понимаем, что этос, который сложился на этой территории, он не может быть редуцирован к одному этносу. Он исторически определялся тем, как культурные коды складывались на этой территории. То есть белорусскость, она может быть свойственна и еврею, проживающему в Минске, и поляку, проживающему в Минске, и белорусу, проживающему в Минске, и балту, проживающему в Минске. Все, кто живет тут, они пропитываются вот этим вот этосом, и все, в общем, как бы обретают некоторую белорусскость. Позвольте я сначала хочу предложить опорно-ключевое слово, которое позволит продвинуться дальше, в этой дискуссии. Если говорить о ценности, ключевой ценности, с точки зрения которой, на мой взгляд, можно было бы выстроить вот этот учебник истории. И, возможно, не только этот учебник. Это моя такая находка, можно сказать, относительно недавняя, в контексте нашего революционного 20-го года. У меня даже была небольшая публикация в этой связи. Мне кажется, что ключевая ценность, которая сформировалась в рамках этоса, разделяемого белорусами как нацией, а нация может включать не только этнических белорусов. Так вот, ключевая ценность выражена замечательным белорусским словом «шановать». И я сейчас объясню, почему. Это слово лингвистически совершенно уникально. В чем его уникальность? Есть этимологически это слово восходит к немецкому «шонен», а немецкое «шонен» означает бережное отношение к чему-то. Что беречь, заботиться о чем-то. Но в белорусском и другого значения в немецком нет. Вот «шонен» – это бережное отношение, забота, опека. Вот такой смысл. Но в белорусском языке «шановать» имеет два основных смысла. Это бережное отношение, но также и уважение. То есть поважать, да, то есть русское уважать. Но точно так же русское уважать – это только уважать. Это повага, да. Шановать объединяет в себе два смысла. И вместе объединение этих смыслов и является, формулирует, на мой взгляд, основную ценность белорусской культуры. И основной принцип, основу этоса белорусской культуры. То, что уважение, точнее говоря, бережное отношение к жизни, к проявлениям жизни, будь то, начиная с конкретно отдельно человеческой жизни, распространяя это на различные культурные формы, как тоже проявление жизни. Так вот, бережное отношение к проявлениям жизни – это то, что составляет основу признания морального достоинства проявления жизни. Вот это совмещение бережного отношения с уважением, с моральным достоинством – это то, что так поразительно упаковано в слове «шановать», которое для меня действительно предстает как своего рода такое кодовое слово, как концепт.
И здесь даже динамика очень интересная. Вот по поводу шановать можно отдельную лекцию читать. Потому что шановать через один свой аспект. Динамика здесь нисходящая. Потому что, когда мы говорим, даже говорим «шановные», да, шановать, как в плане бережного отношения, это динамика нисходящая, это попечительство и забота. Но шановать в смысле уважать, динамика, наоборот, восходящая. Мы восходим к моральному достоинству того или чего, с чем имеем дело. Вот это слово, оно, на мой взгляд, оно, на мой взгляд, совершенно не случайно именно с такой семантикой сложилось в белорусском языке. В нем запакован опыт, аккумулирован опыт, и, такой сложный, и вы знаете лучше меня наверняка, довольно, Змитер так точно лучше меня знает, довольно драматический, сложный опыт, исторический опыт белорусов и людей, которые проживали на территории современной Беларуси. То есть это постоянные перекраивание территорий, новые политические иерархии, новый хозяин, новые волны подавления и пресечения возможностей развития, преследований. И это на протяжении нескольких столетий в режиме воспроизведения. Поэтому в этом контексте то, что сформировалось такой концепт, на мой взгляд, это чрезвычайно показательно. То есть учебник будет про уважение всех людей, проживающих... Шанование людей. Всех людей. Учебник будет про шановать. И это результат культурно-исторического опыта тех, кто жил на территории Беларуси. Ну что ж, шановная спадарыня Тацяна, падыходзячы да спробы, можа быць, сфармуляваць і пачуць спробы нашай пачуць ад вас нацыянальную ідэю. Нацыянальная ідэя ад Тацяны Шчыцовай, яна як гучыць? Гэта можа быць ідэя, якую вы скажаце сарамліва, так скажаце, гэта ідэя для ўсёй беларускай новастворанай нацыі. Ці прынамсі скажаце, што паводле гэтай ідэі жыву я, падабаецца, бярыце. Поскольку всякая национальная идея предполагает объединение, утверждение национальной идеи предполагает объединение культуры и политики, то я бы для каждого из этих направлений предложила два ключевых слова. Для культуры это шановать. Это наш этос, и его надо культивировать дальше, и основываясь на нем, на этой ценности выстраивать общественное взаимодействие и самые различные проекты. Что касается политики, это, конечно, то есть в основе у нас шановать, но для того, чтобы построить новую нашу переутвержденную белорусскую нацию, подобрать подходящую политическую форму, наверняка демократическую форму, здесь нужно выстроить правильную культуру коммуникации и общения, и обсуждения идей нации. И здесь, на мой взгляд, нам нужно помнить, что нельзя сводить идею нации к какому-то одному дискурсу. Мы должны такой запрет на это, каждый из разных перспектив себе наложить на это. Для нас идея нации в политической плоскости должна быть полем для общих дискуссий. Интерэссе. Вот мой ответ. Вот мое второе ключевое слово, Змитер. Нация как интерэссе, общий интерес и то, что должно определяться в постоянной конкурирующей коммуникации. Открытый вопрос. Нация должна оставаться для всех нас открытым вопросом, который нас волнует. Вот так. Выдатно. Слухайте, хочется почитать что-нибудь такое, не ведаю. Перечитать Абдзіраловіча, як минимум. Спадарыня Тацяна, коротко, на завершение. Просто как расставить кропки над «и».
першы прэзідэнт новай Беларусі, ён на якой мове будзе звяртацца да дэпутатаў, там чытаць навагоднія віншаванні, яшчэ вот што-нибудь там, я не ведаю, там гуся гатаваць святочнага? Ну, хай пачне на беларускай, але ж з пачуцця шанавання да астатняй аўдыторыі таксама дадасць, ну, мабыць, нейкая абстракт самары альбо увесь тэкст на рускай мове. Ну, выдатна. Думаю, што спадарыня Святлана пачуе вашыя словы. Дзякуй вялікі. Тацяна Шчыцова, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Вось такой вось выдатнай нацыянальнай ідэі. І не ведаю, можа быць, вы да нас, можа быць, мы да вас, але ёсць яшчэ з беларускай зямлі прывезеныя апошнія для вас бярог кубачак ад праграмы «Ідэя Х», Еўрарадыё, ад крамы з нацыянальным каларытам «Сімбаль Бай». Перададзім, як толькі будзе такая магчымасць. Дзякуй вялікі, спадарыня Тацяна. Дзякуй.